размышлений над самим собой, кто я, зачем я здесь. Как все гармонично вокруг нас. У этого мира обязательно должен быть творец и мастер, который его сконструировал. Я Ганиев Эдем, керамист, заслуженный мастер народных художественных промыслов. Родился в 1975 году в Узбекистане. Мать у меня педагог, учитель русского языка и литературы, которая более 20 лет проработала в школе. Отец инженер-мелиоратор. Нас было в семье 3 детей. Вот, я старший. На сегодняшний день я женат. У меня 5 детей. Старшему 21, младшей девочке 9 лет. Я по образованию повар-кондитер. К счастью или к сожалению, в этой отрасли я не стал работать и проявил себя и нашел себя, скажем, в керамике. Керамикой я занимаюсь около 17-18 лет. Пришел к этому, можно сказать, совершенно случайно. Да, хотя творческие какие-то направленности у меня были. Я занимался музыкой в детстве. Я старался работать, делать какие-то красивые изделия по дереву. И случилось так, что первое мое знакомство с керамикой произошло тогда, когда я попал в мастерскую одних замечательных мастеров, которые в Старый Крым приехали и работали здесь какое-то время. Увидел их работы, и они заворожили меня, да, то есть они мне так понравились, они были настолько красивые и привлекательные, что как-то это в душу мою запало. Когда я пришел к ним, они меня попросили, даже предложили, скажем, не то, что попросили, говорит, если хочешь, то садись, попробуй, сделай что-то. Я с удовольствием согласился, сел, поработал около 3 часов, они мне подсказали, помогли, то есть и с первого раза я сделал первое свое изделие, это была небольшая аромалампа в виде домика, который я очень долго хранил. Понял, что я, наверное, займусь этим делом сам. Все, вот так вот эта мысль ко мне пришла, и я упорно начал заниматься этим делом, изучением этого дела, и как бы вот остался в нем. То, что касается гончарного мастерства, изготовления изделий керамических каких-то, то есть к этому я, можно сказать, пришел методом собственных проб и ошибок. Да, то есть на этом этапе у меня не было ни учителей, ни мастеров. То есть все знания, которые я получал, перебирая очень много литературы, которую находил в близлежащих библиотеках, да, так как на то время интернета не было. Вот первые мои шаги, это были самостоятельные шаги. Я сам собрал печь себе, я сам научился готовить глину. Да, и вот этот 3-часовой опыт моей работы в мастерской, то есть в какой-то степени меня поддержал. Да, я уже знал кое-какие моменты и тонкости, как себя нужно вести там с глиной. Я начал в 2004 году серьезно заниматься керамикой, и, наверное, в 2008 году, уже спустя 4 года, у меня произошла встреча с Мамут Чурлу и Рустемом Скибиным. Мамут ага, Аллах разы олсун, он нам очень серьезную поддержку оказал. То есть он пригласил меня на семинар, который проводился в городе Бахчисарай в 2008 году, по-моему. Голубая керамика Крыма, куда приехали мастера из Узбекистана, именитые мастера,
и проводили мастер-классы, обучение в росписи керамики. И с того времени я уже начал получать уроки у Мамут Ходжа в плане орнаментологии, языка орнамента, и стараться применять эти знания уже в своих работах в современном, скажем, таком направлении, стиле. Доволен, конечно, теми результатами, которые сегодня имею, но это не говорит о том, что я намерен останавливаться. Да? Почему? Потому что пространство очень большое в нашей работе, да? То есть и есть возможность всегда развиваться, искать что-то новое, применять что-то новое, какие-то новые технологии. Да? Поэтому я учусь и думаю, что век живи, век учись, как говорится. Думаю, что будут еще какие-то более серьезные результаты. Эта работа доставляет удовольствие и тянет к себе. Почему? Потому что, во-первых, это возрождение орнамента, который в себе несет очень много смыслов и значений. Это мне нравится. То есть выразить свои какие-то мысли в орнаменте, да, то есть зашифровать это вот в орнамент. И одно из самых основных, что эти работы очень нравятся людям. Да, то есть люди на самом деле достойно оценивают эту работу. Я перепробовал очень много разных направлений в своей жизни. Почему? Потому что мы, скажем, дети 90-х годов, да, и это 90-е годы, они были очень сложными вообще, тем более для крымско-татарского народа, да, так как переезд очень много сил занял, да, то есть остались без средств к существованию вообще на самом деле. И эти годы в какой-то степени, возможно, трудности эти воспитали, да, наше поколение. Оно было более целеустремленным, чем сегодня, например, на молодежь посмотреть. То есть это, ну, уже я по своим детям сужу. Да, и поэтому мы себя искали любые возможности для того, чтобы, то есть, заработать какие-то деньги. Поэтому я много что перепробовал. У нас была и пекарня. После окончания училища мы с другом открыли пекарню. Это мой самый близкий друг, можно сказать, брат мой. Мы и на рынке торговали, и рыбу коптили, пытались продавать. То есть, ну, занимались очень много чем. Но, видите, жизнь так сложилась, что подвела меня именно к той работе, которую я полюбил на самом деле, да, и которая мне доставляет удовольствие. И кроме этого, эти работы радуют тех людей, которые их приобретают, которые их видят. То есть это, ну, самая большая награда, наверное. Да, я человек верующий, как и любой крымский татарин. Ислам учит человека быть справедливым с каждым, да, независимо от его вероисповедания, от его взглядов каких-то на жизнь. То есть, ну, я стараюсь научить себя тому, чтобы любить и уважать каждого человека, окружающего меня, да, с тем, с кем я сталкиваюсь. Я могу не любить какие-то поступки людей, но, слава Богу, это исправимо. Да? То есть каждый человек в жизни совершать может какие-то ошибки, и я в том числе, возможно, где-то могу ошибиться, да, по отношению к кому-то. Но, обдумав это, я могу это исправить. А мое хорошее отношение, оно всегда остается хорошим к любому человеку. Поэтому меня окружает очень много интересных творческих людей, разного вероисповедания, разной национальности. В нашем народе, в частности, конечно, есть единство. Почему? Потому что мы один народ,
у нас одна религия, у нас одна книга, у нас один пророк, у нас один создатель. Каждый крымский татарин, не только крымский татарин, каждый мусульманин это верит и признает, и это нас объединяет. Проблема может быть заключаться в том, что, конечно, каждый мусульманин должен стараться глубже изучить ислам, да? То есть если он начнет глубже его понимать, если он начнет его глубже изучать и жить в соответствии с ним, то тогда все непонимания какие-то мелкие, которые есть, да, то есть они решаются, и, в общем, нету проблем в нашем народе. У нас есть творческое объединение Чатырдах, например, которое под руководством Мамута Чурла в себе объединяет очень много мастеров народно-прикладного искусства. Это керамисты, это те, кто занимается изделиями из меди, то есть чеканка, вышивка, кто-то, скажем, по дереву резьбой занимается, да, то есть уровень работ самих мастеров на высшем уровне. И это без всяких преувеличений. Это все благодаря тому, что очень много труда вкладывают мастера в свою работу, очень ее любят, и, естественно, самый большой плюс то, что Мамут Ходжа не дает нам расслабиться в плане объемов и продвижения, скажем, в мир, да, то есть, ну, здесь хромает немножко. Почему? Потому что для того, чтобы это делать, нужна определенная поддержка. То есть все, что мы делаем, это мы делаем своими силами. Да, если за этим будет стоять государство, которое будет помогать, да, продвигать это, то, конечно, это будет уже другой уровень совершенно. Вот если в таком случае, то стать конкурентной может. То есть, а без поддержки мы не сможем даже показать себя где-то в мире. Да? Почему? Потому что даже просто для того, чтобы провести какую-то выставку там за рубежом, да, это колоссальных средств требует. Да, и мастера сами этого себе позволить не могут. Почему? Потому что наши работы — это не штамповка, это ручная работа, на которую затрачиваем очень много времени и средств. Конечно, я бы обратил в первую очередь внимание на проблему воспитания нашего будущего поколения, да, чему нужно посвятить очень много времени и внимания. Наше поколение — это наше будущее. То есть если оно не будет знать ни своей культуры, культура — это образ жизни человека, это не только, скажем, наши танцы, да, наши изделия, орнаменты. Культура напрямую зависит от взгляда человека на жизнь. Да, то есть откуда человек в этот мир пришел, что его после смерти ждет и для чего мы живем вообще. Так как я верующий человек, я понимаю, что эта жизнь, она непременно закончится, сколько бы ни было у меня денег, например, сколько бы там лет я не прожил, даже 10 тысяч лет, если бы я прожил, да, то все равно эта жизнь пройдет как один день. И все, что я в этом мире заработал, то есть останется здесь. Человек может забрать с собой только те благие деяния, которые он совершает в этом мире. Да? Это его багаж, и это то, с чем он придет к своему Создателю. То есть я таких взглядов придерживаюсь жизненных и понимаю, что это истина, и понимаю, что наше общество должно воспитывать детей именно в этом русле. В первую очередь, да, нужно самим что-то знать для того, чтобы передать это будущему поколению. То есть если сегодня, например, мы не знаем, не изучаем свою культуру, да, не изучаем свои традиции, глубоко этого не понимаем, то что мы сможем передать, например, тому поколению, которое придет на смену нам?
Да, поэтому проблема будущего зависит от проблемы сегодняшней. То есть если сегодня эту проблему не решить, то в будущем эта проблема даст определенные свои негативные плоды. Да, поэтому я считаю, что сегодня мы должны заниматься собой, и сегодня мы должны, говорится, подготовить определенную базу знаний для тех поколений, которые будут жить, иншаллах, после нас. Когда человек понимает, что Создатель видит все, что ты от него ничего не скроешь, никогда в жизни, никакого слова от него не скроется, ни любое действие, которое ты совершаешь в этой жизни, то есть от него не скроется, и ты будешь держать за это ответ, то это заставляет человека контролировать себя в любом положении, да, следить за своим языком, следить за своими действиями, будь то торговля, либо отношение к людям, либо отношение к своим родителям, близким, к друзьям. То есть это держит тебя в определенных рамках и не позволяет совершать какие-либо гадости, да, по отношению ни к себе, ни к другим. То есть быть честным, справедливым человеком. Я считаю, что цель основную человека, для чего он создан, да, должен сказать нам тот, кто является нашим мастером. И по моему убеждению, естественно, это Творец, который создал человека, жизнь и Вселенную. Это наш Создатель. И он говорит, что создал человека для поклонения, да, то есть для того, чтобы человек поклонялся ему. А поклонением я называю это образ жизни человека, его поступки, молитва, обращение к Творцу, да, взаимоотношения, как я уже говорил, со своими родными, близкими, достойное взаимоотношение, уважение к окружающим, соблюдение законов, да, которые Создатель возложил на человека. Это пост, ураза, намаз пятикратный. Кроме этого, у человека могут быть и другие какие-то жизненные цели, да, такие, как построить дом, там говорят, посадить дерево, там, вырастить ребенка, заниматься своей любимой профессией. Но во главе всего этого должна стоять именно богобоязненность, да?